Первое правило. Аль-якину ла юзалю бишак. Первое. Аль-якин. Аль-якину ла юзалю бишак. Убежденность. Убежденность, что не убирается, да? Не исчезает. Не исчезает из-за сомнений. Из-за сомнения. Не исчезает из-за сомнений. А? Юзалю, да. Юзалю дословно убирать. То есть мы свою убежденность не убираем или не отводим в сторону из-за какого-то сомнения. Если это сомнение возникает, то мы все равно остаемся на убеждении, пока аль-якину юзалю биль-якин. Убежденность убирается только через убежденность. Да, когда ты уже видел своими глазами, что вот на этом месте, я это видел, что здесь крокодил был, значит, что уже там серьезно. А пока нет. В исламе убежденность – это основа, и оно просто так не будет. Если у человека появляется какое-то сомнение, то это сомнение не является поводом, чтобы что-то. Но насчет этого есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если у вас кто-то, что во время молитвы ему показалось то, что у него что-то вышло, то пусть не уходит с намаза, пока он что? Не почувствует запах или услышит звук. Да? Это как бы вот этот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является одним из далилев, то что пока, то есть убежденности нет, то эту одну убежденность он не должен убирать другим. Это же не только это хадис касается всех случаев, да, или только здесь? Ну, только намаз. Ну да, всех случаев. Не только в намазе, и во время чтения Корана, может быть, да? Во время тавафа, может быть, там, в разных случаях. То есть это касается не только намаза, а вообще все ситуации в жизни. А если помочиться, вот непонятно, там, то ли у тебя капнуло, то ли нет, это тоже к этому относится или нет? Ну, то же самое. Только про воздух? Нет, про это, про все. Если как-то показалось, и потом человек просто смотрит свое белье, если там нету никаких, нету признаков того, что там влажности или что-то, то тогда уже не будет. Всегда будет стараться человек, да, всегда человек должен искать именно точность. К этим, потому что вот этим моментом шак, опять-таки возвращаясь, очень играет шайтан через сомнение. Есть даже такая суфистские такие секты, которые сомневались во всем, даже сомневались в том, что они существуют. Фильм «Матрица». Да? То, что это, мне кажется, это кофе на самом деле не кофе, светофор на самом деле не красный, там цвет вот этого на самом деле это все нам только вселяет матрица, да? Вот это, на самом деле, этот фильм построен на, были секты в исламе тоже, это не в исламе уже, которые вышли из ислама, которые что говорят, что мы это вообще иллюзия. Да. И ему говоришь, да не переживай, что твои мысли тоже иллюзия. И все. Да, твои мысли тоже иллюзия, поэтому тебя вообще нет, меня здесь нет, и успокойся и живи дальше. Да. Это первое. Второе правило, иншаллах, что касается, мы потом к этому придем. Аль-аслу бакау шейин или бакау макана аля макан. Второе. Аль-аслу, основа, аль-аслу бака. Ну, можно сказать, с этой же категории бакау макана аля макан. Макана
على ما كان. Основа. Это оставаться. Так же, как и было. ما كان على ما كان. Да, ما كان. Так же, как и было. В этом это да, второе правило. Истисхаб. Это в фихе называется раздел такой аль-истисхаб. Истисхаб. Особенно в ханафитском мазхабе это развит этот раздел истисхаб. Оставаться так же, как он был есть. В общем, снова, да? Истисхаб, да. Например, жена говорит, он мне дал талак. Муж говорит, я не давал ей талак. Кого слушаем? Конечно, жену. Да? Мужа или мужа. Муж говорит, я не давал талак. Она говорит, он меня развел. Казы кого прислушивается? Мужа. Почему? Он дает развод, потому что А? он дает развод. Развод находится в руках мужчины. Если он это отрицает, значит его не было. Это первое. Второе. При спорном вопросе нет. Никях есть? Есть. Есть. Талак что? Нет. Сомнительное. Опять, можно это по первому правилу сразу ответить, да? Аль-якин. Якин, то, что никях есть. Якин, никях есть. А талак 50-50. Она говорит, дала, он говорит, нет. Она говорит, что он дал, а он говорит, нет. Тогда уже 50-50. Мы основываемся на что? На якин. Человек сомневается, что он тахарат взял. У него тахарат есть или нет? Нет. Нет, потому что в основе он человек какой? В основе человек он не тахаратный, он нечистый, ритуально нечистый. Не то, что не в таком понимании, что он грязный или что-то. Ритуальный человек, он мусульманин, он что ритуально нечистый. Иначе вообще не надо было нам по жизни что? Брать тахарат. Вот. Если он сомневается, что он тахарат или воду брал или не брал, значит основа, что он не брал. А если он сомневается, испортил ли он тахарат, тогда он чистый. Потому что якин, основа, то, что якин, он что? Взял. А испортил ли он или нет, то это уже 50-50, уже не шак. Поэтому у него тахарат есть. Поэтому человек, если он думает, так, у меня тахарат был точно, тахарат брал, но я испортил или не испортил, сходил в туалет, не сходил, там были случаи, что портил или не портил. Если он сомневается, значит у него тахарат что? Тахарат есть. Разница, да? В том, что это. Главное, надо возвращаться к основе, которой он что-то сделал. А если вот он вспомнит, что все-таки нет? А? Если вспомнит, что нет, нужно намаз прочитал. Если он намаз прочитал и он вспомнил, что он тахарат, оказывается, испортил, у него якин, то, что он испортил, и якин приходит на тот момент, когда после чтения намаза у него якин портит его тот тахарат, который, значит, испортился, и он должен перечитать намаз. Понятно? Перечитать намаз. Не поняли? Поняли? Все? Поняли? Да? Ну что тогда? Я и сам понял. По поводу наджаса есть в ханафитском мазхабе отличие. Вот эту изюминку я когда был студентом, я понимал, сейчас забыл. Да, огурцы вытащили эти знания. Есть наджаса. Если человек, у него наджаса было, сейчас только вспомнил. Наджаса на одежде. Не забрать, Да, поняли, да? Это правда?
Да, да. Правда? Если наджаса на одежде было, и он почитал намаз, после того, как он прочитал намаз, вспоминает, что до намаза у него там собака лизнула или же наджис был. Наджис был. Но он уже намаз почитал. То в этом случае есть мнение, я не говорю, что конечно, лучше перечитать, чтобы выйти из этих всех разногласий. Вспомнил, что у тебя ты с наджисом почитал, надо перечитать намаз, вопросов нет. Но в этом случае, все вспомнил, почему это в ханафийском мазхабе пришло. Огурцы ушли, здания пришли. Да. Разница между тахарат надо перечитывать однозначно. Если вспомнил, что тахарат человек, вот сейчас по порядку пойдем, да, а то я сам запутался. Взял тахарат, думает, портил, я не портил. Ага, считает, что он не портил, прочитал намаз. Потому что он знает, что он не портил. Только намаз закончил, вспомнил, что он, оказывается, до намаза испортил. И ему надо, хоть во время намаза вспомнил, что, оказывается, он испортил там, или же после намаза, ему надо заново перечитать этот намаз. Потому что его точное убеждение, что он бестахаратный, значит, намаз надо перечитать. Другое дело, если на одежде было наджис, на одежде был наджис, если он во время намаза увидел, что на одежде наджис, намаз портится однозначно. Потому что намаз заново надо пойти, поменять одежду или постирать, или убрать наджис, и прийти, и намаз заново почитать надо. А если же намаз закончил, а потом уходит и смотрит, что на одежде был наджис, то тогда есть разногласия по этому поводу. Именно в ханафийском? Да, именно только в ханафийском. Почему? Потому что по другим надо перечитывать. Да, в ханафийском некоторые сказали, надо перечитывать, другие сказали, не надо перечитывать. Потому что это является условием для условия намаза. Ну это ладно сам, когда если имам, тогда что делать? Не только сам перечитывает. Если имам только сам перечитывает. Ты джамат уже не соберешь, мас-саляма уже, все остальные уехали уже. Почему тахарат аль-вуду? Аль-вуду. Это что? Условие для намаза напрямую. Напрямую. И поэтому нету вуду, нету намаза. Сау. Ситрулява сау. Это что? Одежда для намаза. Это условие, правильно? А условие для условия это что? Тахара, чистота. Чистота, она не для намаза же надо было, а чистота для чего? Для одежды, которая является условием для намаза. То есть это вот эта цепная цепочка. Они сказали, что некоторые ханафийские ученые, что это уже так как является условием для условия, поэтому в этом случае, как бы, если человек пропустил, но чтобы от такой философии уйти, лучше взял, перечитал и все. И голова не болит, и все. Есть же вот хадис, когда намаз читал и на тапочках, что ли, что наджис там был. Тапочки снял, да? Да, да. А вот до этого вот этот намаз засчитался, получается? Он увидел, да, он увидел этот наджис, который и убрал. Да, вот один из доказательств, то, что так как это и условие для условий взял. И тот намаз, который он прочитал с этим наджисом, он все равно считается как бы это. Это один из трактовок. Другая трактовка, это то, что еще до некоторых хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они надо посмотреть, какого времени. Поэтому можно хадисы найти такие, которые они в намазе и разговаривали. Да, мансух, они могут быть на мансух. И вот это, например, тот хадис, который он это делал, он был, что? В отмененный или уже отмененный. Даже некоторые сахабы, которые разговаривали во время намаза, приезжали, куда-то уезжали по торговле, по делам, приезжали, а уже все изменилось. Разговаривать нельзя, он приходит, начинает с ними разговаривать во время намаза, а все молчат. И такие неудобные случаи были. То есть, ну, для него это, все молчат, и он в таком положении, вроде все уже изменилось.
Это при жизни сахабов даже такие были. И чтобы мы не попадаться, вот именно что поэтому. И такой же случай, к этим случаям относятся, могут быть это единичные, которые, правда, этого человека только обучил, больше никому это так и не делали. Как, например, плеваться там в левую сторону, там, да? Это хас. Потому что после этого никто из ни сахабов, ни табиинов вот так не делал. Одного пророка говорит, два свяся у тебя есть, скажи аузу билляхи минаш шайтанир раджим и плюнь в левую сторону. Во время намаза. И ты представляешь и каждый там во время чего? Ну вот налево поливаться. Вот это, да, хоть друг друга, хоть тот, а справа уже нельзя, направо нельзя, только кто справа, тот имеет приоритет, да? Ты дальше передай, дальше только получается. Вот этого никто не делал. То есть этот хадис, хотя он ривает в Муслим идет, но этот хадис, он не было такого распространения, и сахабы так никто не делал. Поэтому надо к хадису, если даже хадис какой-то есть, вот же поливать можно, вот же хадис есть этот, да? Надо посмотреть, отмененный, не отменен, это одного человека касается, или только уже делали ли сахабы после этого вот этим моментом. Хотя васвася это же было для всех, но никто это не делал. Или даже маликийскому... Не надо этого делать? Нет, такого нет. Здесь некоторые по хадису берут, некоторые так делают. Некоторые в маликийском масхабе сказали, что в джамаате нельзя делать. Это только когда человек только один. То есть этот хадис они сказали, что не отмененный, а только когда человек один, но в джамаате так делать нельзя. Как маликитская точка зрения, маликитская трактовка. Да? Это когда вот васваса есть, и там, слушай, как там в Питере погода, интересно, да? Там, во время намаза, да? Там и начинаешь поливаться. Да. Yok normalde avluda bitkom şulay kişiler abiler şulay. Onlar tıkırmayat, просто вашим братом. Да, вот это, да, во время намаза. Bu нормально ли? В ханафийском мазхабе вообще такого нет. Алдаш. Да. Хаякиттен там во время намаза, кая барасы, мутер. Yok namazda tugulin вообще. Нет, это в намазе так, в намазе, во время чтения намаза. Намазе, а вообще это то, что Алда шел, я сказал. Это ширк, наверное, типа. Вот так, когда поливаться, был масан. Это Аллах сақтасын, плюнь на это деген шекелле. Это уже да, бұл керек мы. Есть же такой, что Да, это во время шкуру, во время нафаты. после сна, после Да, делать плю, да, это есть, это в хадисах есть, конечно. Это уже другое. А в намазе и перед сном себя обтирать, это тоже есть, конечно. А если в намазе вспомнил, что тахарата нет, выходить сразу же, да? Если в намазе ты вспоминаешь, что, оказывается, у тебя тахарат испортился, как только вот этот якин приходит во время намаза, то сразу все портится. Выходишь, обязан выйти или нет? С намаза. Ну, если в Джамагате, например. В этом случае, как у тебя якин пришел, ты должен выйти оттуда. А если в первом ряду там вся мечеть битком, и ты еще и разрываешь ряд в центре? Но вы сгущаете краски. Нет, у нас мой однокурсник, мы с ним очень любили со своим, я не буду его называть, так как запись идет. Тоже вот так любили задавать вопросы, и нам всегда говорили, но вы любите сгущать краски. Если он в первом ряду, и в таком случае, тогда ему выйти с намаза и переждать в сидячем положении, если уже не получается выйти. Но вообще имам, у нас не понимает такого, вот если с имамом читают намаз, спокойно человек может ходить по рядам. Это ничего страшного нет. Сутра имама только для них, поэтому вы, наверное, и в хараме видите, и в других местах. Они ходят и никто из них там руку не ставит, ничего там не пинает. Во время фарс намаза с имамом. У нас
Пока выйдешь с большой мечети, столько синяков заработаешь. Только по шее получишь, там, шайтан, тебе бить надо, да. Но, в принципе, спокойно можно вот так по рядам пройтись или в угол пройти и выйти спокойно с намазом. Обычно стоят ведь плотно. Люди в должны стене, по центру там прямо пропустить все. вообще без проблем. Зачем ему ходить лишним шагом или как? Развернулся, пошел. Можно как-то или сбоку как-то пройти, или там по центру. центру. Но это один случай, а другой, если приспичило. Вообще за это можно получить. И тогда ему без вариантов бегать там сразу. Нет? Спокойно, если тахарата нет, все. Если он вспомнил, что он бестахаратный, все, у него намаза нет, тахарата нет. Что Не, делать? ну по крайней мере, чтобы фитнес не носить. Ну, какая фитнес? Не отвлекать. А если ты хочешь куда-нибудь? Нет. Я просто дочитать совсем, и потом это сделать. Это татарский вариант. Читаем тихо, молча. Молчим и машем. Да. Хороший вариант. Татарский вариант тоже, да. Чагабулмы, наверное, точно вариант. Если чагабулмы, то тогда уж все, потом уж, да. Главное, щекпался. Все здесь. Каждый сам себе судья. Может, тот человек, который с такими намерениями так и сделает, может, он и будет прав. Мы же сейчас все около 50-50. Британия задает вопрос шейху, говорит, вот у нас, говорит, много львов местности, говорит, мы молимся, да, и вдруг зашел лев, говорит, что нам делать? Он говорит, продолжайте молиться, если не испортили тахарат. Да. Вспомнил этот случай. Нет, это реальный жизненный вопрос задавали. Вот так. Просто, Мне кажется, там испортишь. Поэтому основа оставалась.